Здравствуйте. На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112» в студии Алия Хайрудинова. И сегодня мы расскажем версии, из-за чего на проспекте Ямашева в Казани опрокинулась «Лада», в которой находились 4 человека. Мы даже не думали, что переворачиваться будем. Думали, сейчас вот куда-нибудь в забор воткнемся, да и все. А тут бах, бух, бух. Покажем водителя, которого задержали автоинспекторы за рулем в сильном алкогольном опьянении и уголовном деле о взятке от пьяного водителя. Водитель предложил инспектору денежное вознаграждение за несоставление протокола административного правонарушения. А также на улице Несмелого иномарка вылетела на остановку и сбила ждущего автобус мужчину. Автобус начал трогаться, тот по тормозам ударил, его понесло. Вылетел на остановку, сбил человека. Это и не только прямо сейчас. «Лада» 14 модели несколько раз перевернулась и остановилась на крыше на трамвайных путях. Крупная авария произошла вечером на проспекте Ямашева. Пострадали 2 из 4 человек, которые находились в легковушке. 22-летняя девушка, водитель «Лады», и 18-летний пассажир, который сидел спереди. Все, кто был в легковушке, уверяли, опрокинулись они из-за удара едущей слева «Газели», которая стала перестраиваться в их ряд. Но водитель грузовика говорил, что автомобили не сталкивались, а перевернулась она из-за большой скорости и летней резины. Из-под «Газели» выехали, из-под «Газели». И все, вот так вот их развернуло и 3 раза крутнуло. Все произошло на его глазах и прямо перед капотом его автомобиля. Ну, я чуть еще не врезался, получается, передо мной, прям я вот по этой полосе ехал, они вот тут остановились. Водитель «Лады» Приора рассказывает, торопился за своей беременной женой. Ехал по левому ряду, хоть и быстро, но в пределах дозволенного. И задержка в пути из-за грузовика, который сильно сбавил скорость при подъеме на мост на проспекте Ямашева, в его планы не входила. Тяжело она едет, короче. Я побыстрее с женой тороплюсь. Вот, но я ехал километров 70, я ему моргаю, чтобы перестроился. Начал перестраиваться, впереди тоже гранта, тоже начала перестраиваться, и все. Он, получается, не увидел зеркало правое. И подрезал их, и они вот вылетели по тормозам, тормозам нажали, чтобы не ударить «Газель». И все, вот их развернуло, вылетели, все. В «Ладе» находились 4 человека, 3 парней и 22-летняя девушка за рулем. Уверяют, все были пристегнуты ремнями безопасности. Очевидцы рассказывают, автоледи зажала в салоне, но помощь спасателей не требовалась. Ее вытащили своими силами. На что жалуешься? Боли в области спины, ребер и так далее. Лопатки, говорят, не может рожать, сжать. Скорая помощь ехала следом, вызывать медиков не пришлось, они остановились сами. Но вскоре стало понятно, что нужна и 2-я бригада. Пострадал 18-летний молодой человек, который сидел на переднем пассажирском сидении. Ее забрали, вот сейчас еще один друг, кто на пассажирке рядом сидел, вот его тоже сейчас забрали. А с ним что? Тоже в области головной боли и, получается, со стороны ребер. Ехали, говорят, не быстро, резина летняя, поменять ее девушка еще не успела. Подруга до вообще резину не поменяла. Без понятия. Вот недавно машину приобрела. Вроде она же в сервис завтра или сегодня хотела. Как все произошло, помнят четко, но сначала не представляли, что все обернется таким образом. Мы даже не думали, что переворачиваться будем. Думали, сейчас вот куда-нибудь в забор воткнемся, да и все. А тут бах, бух, бух. Да, я просто проснулся, грубо говоря, да, от всего этого, от шока проснулся. Я понимаю то, что мы перевернуты вниз головой, и все. Виновным в аварии молодые люди считают водителя «Газели», который резко перестроился в их ряд. Как только увидели то, что «Газелист» начал нас подрезать, просто он ни зеркала не смотрел, ничего не делал, просто начал выезжать. Она по тормозам, мы где-то скорость сбросили до 20 и так далее. Просто видите, тут дорога такая скользкая достаточно. Нас как перевернуло, он, получается, нам чуть в бок, в область задних колес дал, мы перевернулись. «Газель» вас все-таки ударила? Да, удар был конкретный. Водитель «Газели» факт столкновения с «Ладой» отрицает. Говорит, тут ошибка водителя легковушки. Большая скорость, летняя резина и резкое торможение. Вот он ехал, сигналил десятки, вот Гранте, которая ехала. Перед ним. Гранта начала меня подрезать, я маленько вправо уходил. Эти летели справа, по тормозам их понесло вот туда. А Гранта ушла, да? Гранта уехали они. А вас они не задели, да? Нет. Когда приехали автоинспекторы, водитель «Газели» был уже не так уверен, что столкновения не было. Это было?
Предварительно автоинспекторы установили, что водитель «Газели» при перестроении все же задел «Ладу», и опрокинулась она именно из-за этого столкновения. Но точную причину аварии будут устанавливать на разборе в автоинспекции. Вероника Гайнудинова, Константин Бушуев, вызов 112. 30-летний мужчина, который ждал автобус на остановке, пострадал в результате наезда иномарки. На улице Несмелого 29-летний водитель «Шевроле», двигаясь с Кировской дамбы в сторону Гладилова, не справился с управлением, вылетел с дороги, сбил человека и врезался в остановочный павильон. От удара иномарку отбросило обратно на проезжую часть. На автобусной полосе в это время, нарушая правила, стоял «Рено», который остановился высадить пассажиров. В него «Шевроле» и врезалась. Пешехода госпитализировали приехавшие на место происшествия медики. После оказания первой помощи мужчину отпустили из больницы на амбулаторное лечение. Он ехал по этой полосе, автобус начал трогаться, тот по тормозам ударил, его понесло. Вылетел на остановку, сбил человека, долетел до меня. Человека на скорую везли. Пешком пошел домой водитель «Форда», которого ночью остановили автоинспекторы на улице Техническая в Казани. У мужчины были явные признаки алкогольного опьянения. Ему предложили пройти экспресс-тест на употребление спиртного. Водитель согласился. Алкотестер подтвердил за руль, водитель сел пьяным. Прибор зафиксировал 750 тысячных миллиграмма чистого алкоголя в литре выдыхаемого им воздуха. Автомобиль отправился на штрафстоянку без владельца. Мужчину теперь ждет суд, который, вероятно, лишит его водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет и оштрафуют на 30 тысяч рублей. К слову, прав за вождение в нетрезвом виде его лишали уже не один раз, но предыдущий срок лишения закончился 3 года назад. Так, под рецидив и уголовное преследование это уже не попадает. В суд направлено дело в отношении бывшего сотрудника автоинспекции, который обвиняется в получении взятки. По версии следствия, 21 сентября на улице Короленко в Казани 22-летний инспектор остановил автомобиль «Митсубиси». У водителя были явные признаки алкогольного опьянения. Инспектор сообщил ему о своих подозрениях, на что водитель просил не проводить освидетельствование, не составлять протокол и вообще никому об этом не говорить. Инспектор согласился, но попросил за это 20 тысяч рублей. Мужчина поехал за деньгами, однако по дороге позвонил в оперативно-розыскную часть собственной безопасности МВД и сообщил о противоправных действиях. В результате в дальнейшем во время передачи денежных средств злоумышленник был задержан. Следственным органом Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан бывшему полицейскому предъявлено обвинение в получении взятки. При этом причастность к совершению преступления он признал. Следствием собрана достаточно доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Мужчина лет 35-40, одетый во все черное, ограбил продуктовый магазин на улице Октябрьская. Вечером он зашел в торговый зал и попросил бутылку водки. Продавец поставил ее на прилавок, после чего мужчина попросил еще и пачку сигарет. Когда она ее достала, посетитель брызнул ей в лицо из газового баллончика, схватил товар и убежал. Ущерб сотрудники магазина оценили в 1000 рублей. Момент ограбления был зафиксирован камерой наблюдения, расположенной в торговой точке. К тому же на двери, вероятно, остались его отпечатки пальцев, а на асфальте запах. Найти подозреваемого, вероятно, будет несложно. Короткое замыкание проводки в подвале стало причиной задымления в офисном здании на улице Амирхана Яники в Казани. Почувствовав запах гари, все сотрудники и посетители вышли на улицу самостоятельно до прибытия пожарных подразделений. Пожарные обследовали строение полностью и не обнаружили признаков возгорания. И сейчас инспектор государственного пожарного надзора должен установить все обстоятельства и причины замыкания. И это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 8 98 69 112 112. Также мы доступны и в социальных сетях. Присылайте видео, снятое вами. В студии была Алия Хайрудинова. Увидимся и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.